Всем еще раз добрый день, говорит и показывает IT-парк Якутск, и мы продолжаем нашу деловую обширную программу мастер-классы, лекции и выступления в рамках 9-й республиканской выставки Саха Innovation. Сегодня мы пригласили Максима Михайлова, который является основателем и руководителем IT-школы RoboCraft, резидент студенческого бизнес-инкубатора «Орех», который сегодня расскажет и покажет мастер-класс по программированию микроконтроллера Arduino. IT-школа RoboCraft ведет свои курсы для детей и подростков от 7 до 16 лет по таким популярным IT-направлениям, как программирование и робототехника на базе Lego, робототехника на базе Arduino, 2D-программирование и, конечно же, разработка игр на платформе Unity. Итак, Максим, вам слово. Так, здравствуйте. Меня зовут Михайлов Максим Павлович, и сегодня я вам покажу, как сделать проект на микроконтроллере Arduino и как его автоматизировать с помощью языка C++. Давайте я вам покажу демонстрацию экрана, какой проект мы будем делать. Так. Мы будем делать проект на микроконтроллере Arduino. И наш проект – это автономный маяк, то есть цель осведомления кораблей о суше и предотвращение столкновения. Да? Наша задача – маяк должен автоматически гореть в ночное время дня, и также маяк оборудован кнопкой, которая горит во время нажатия кнопки, да? Например, когда светло, наш датчик будет принимать сигнал. У нас есть датчик света, его зовут фоторезистор. Наш датчик принимает свет и пропускает через себя сигнал к нашему микроконтроллеру, и он обрабатывает и отправляет сигнал питания к светодиодам. Но если будет светло, то светодиоды не будут гореть. Но во время тумана у нас горят, во время тумана все равно светло. И моряки могут не видеть, что там происходит, да? И чтобы предотвратить во время тумана столкновение, мы должны нажать на кнопку, чтобы ручное управление включить маяк, да? Так, давайте начнем нашу... Так, полный экран, да. Сейчас я это отключу и сразу на сам Tinkercad. Сегодня мы будем делать такой проект, уже собран. Давайте я покажу, как он работает. Например, во время ночного времени он мигает, да, автоматически. И когда солнце светит, он отключается. Но когда есть туман, мы должны нажать на кнопку. И он начинает гореть, таким образом начинает мигать, да? Так, давайте же мы его запрограммируем. Так, готовый код я стираю и заново пишем. Так, для начала нам нужно, у нас есть микроконтроллер, есть пины, да, с помощью него мы подключаем наши элементы, да. У нас есть резистор, 2 вида резисторов, да, по разным номиналам. Также есть кнопка, подключили провода, да. И также есть светодиоды и датчик света, да. Так, давайте же сейчас
запрограммируем, сначала мы даем имена. Для этого мы пишем define. Например, если можно и не задавать имя нашим пинам, да? 10, 9 можно написать по этим пинам. Но если не задавать имена, то нам будет, например, если вы будете запоминать меня не по имени, да, меня зовут Максим, не будете меня называть Максим, а по году рождения, то никто не сможет запомнить мое имя, да. То же самое происходит с пинами. Вместо того, чтобы написать, например, цифры, мы можем написать имена, да. Например, я сейчас напишу имя нашего фоторезистора, задам ему, да. Пишем define, решетка define, и пишу, какое имя я хочу ему дать, да. Я хочу ему дать имя LDR-pin. Так, давайте посмотрим, на каком пину он находится. Вот датчик света, да. Он находится вот пину А0. Тогда пишу А0. А0. И теперь также я могу задать для кнопки вот этого и для этих светодиодов. Давайте поступим аналогичным способом. Define button. Он находится на пине вот А1. Пишем А1. Define. Так, теперь подключим красный светодиод. Он находится на 9 пину, вот видите. Так, давайте напишем имя. Red pin. Он находится на... Так, define blue pin. Он находится на 10 пине. Вот. Мы задали им имена. Так, у меня тут ошибочка вышла. Букву не написал. Define. Так, теперь я должен настроить мои пины. Например, будут ли они принимать электрический сигнал, либо будут выдавать, да? Для этого я пишу функцию void setup. Для этого пишу я pin mode. Это для настройки pin mode. Теперь я обращаюсь, например, к нашему датчику. Пишу его имя. LDR pin. Запятая. И пишу input. Input это значит, что мы будем принимать сигнал. Input. То, что запятая. Теперь мы тоже пишем pin mode. Можно все это вот так скопировать, если нам лень все это каждый раз писать. Вот так. И тут пишу, например, тоже button, да? Button. Но тут посмотрите, у нас во всех есть резистора, вот эти сопротивления, да? А тут нету. И для того, чтобы обезопасить наш элемент и микроконтроллер, мы подключаем резистор, чтобы оно не сгорело. И мы можем подключить резистор с самого микроконтроллера. Для этого мы пишем input, нижней черточкой и пишем power. Input power. Таким образом мы подключили резистор, который находится в самом микроконтроллере вот здесь. Так, теперь обращаемся к нашим светодиодам. Pin. И пишем output, выходной сигнал.
тут blue. Blue pin. Вот тут. Закрываем скобку. И открываем. И теперь нам нужно сделать наши задачи, что они должны сделать. Вот наши пины, да, как они горят, как они принимают сигналы, да. Ага. Так, давайте же все это напишем. Ага. Пишем void. Ага. Void log. Так. Угу. Так. Видите, когда я запускаю программу, и когда солнце светит нашему датчику, то они должны мигать, да? Тогда мы должны поставить там условие. Ага. И условие у нас должно быть такое, когда солнца нету, у нас, то есть нету света в нашем датчике света, да, то наши светодиоды должны мигать, да? Ага. И давайте сделаем это. Пишем if условие. Ага. И пишем digital read. То есть мы будем принимать цифровые сигналы. Угу. Обращаемся к нашему датчику LDR. Угу. И если сигнал, который мы принимаем с датчика, будет больше, чем 0, то будет запускаться наша программа. Пишем digital write. Угу. Мы спускаем из нашего светодиода красного света red pin. Электричество. Пишем output. Fine, то есть. Ой, да. Пишем fine. Угу. Так, теперь мы отключим наш синий свет, потому что они должны мигать, чередуясь. Digital write, blue. Угу. И подключаем. И все это, и вот эта программа у нас должна работать в течение 10 миллисекунд. Пишем delay. Угу. И 500 миллисекунд. 500 миллисекунд это у нас полсекунды. И после этого вот это копируем, то, что есть, да, и тут ставим. И вместо этого мы просто меняем местами, потому что у нас после этого красный должен отключиться, а синий должен включиться. То есть поменяться местами. Вот так. Ага. И на этом тело нашего условия заканчивается. Давайте посмотрим, как оно работает. Вот. Ночное время дня он мигает, да? А в дневное время дня он отключается и горит только синий свет. Почему? Потому что мы его тут включили, и теперь нам нужно его выключить. Давайте мы его выключим. Нам нужно просто вот это скопировать. Вот таким образом. И поставить в конце. Вот здесь. И как мы видим, когда мы включаем свет, у нас все отключается. Ага. Так,
И, например, у нас могут быть, например, туман может быть, да, и для того, чтобы включить с помощью кнопки, давайте мы поставим еще одно условие. То есть, когда солнце светится, в ином случае мы будем нажимать кнопку, да? Ага. Так, пишем else. В ином случае else. Не просто else, а else if. Угу. Так, пишем, опять же, digital ряд. Угу. Digital ряд. И мы принимаем сигнал от нашей кнопки. Пишем button. Угу. И он у нас должен быть равен Google love. Так, мы закончили наши условия. Теперь нам нужно написать тело нашего условия. А когда мы нажимали на кнопку, он точно так же, как здесь, мигал, да? Ой, ага, вот это я не дописал, из-за этого ошибка вышла. Мигал, ага. И для того, чтобы... и если мы хотим сделать так, чтобы он мигал точно так же, мы просто должны взять вот это и поставить вот здесь, внутри него. Вот. Запускаем. Ага. В ночное время дня он мигает, когда есть солнце светится, и у нас туман, мы нажимаем на кнопку. Вот. Он, опять же, мигает. Ага. Так. Давайте я покажу вам презентацию. Угу. Так. Ага. Вот. Вот вся наша программа, которую мы написали, и схема, которая была уже заранее собрана. Ага. Так. Ага. Вот. Мы написали вначале вот define, да? С помощью вот этого программного элемента мы можем задавать имена нашим пинам, которые находятся вот здесь, да? Вот наш микроконтроллер, если вы не знаете, что такое микроконтроллер, это то же самое, что и материнская плата нашего компьютера, да? И вот сам микроконтроллер это типа, играет роль процессора. Ага. И с помощью него мы делаем все наши вычислительные работы. Так, ага. Так, вот. У нас есть вот пины. Чтобы к ним обращаться, мы задаем имена, чтобы нам легко было вспомнить, да? Ага, вот. Задали им имена. После чего мы написали функции. Чем они отличаются, вот наши функции? Вот setup у нас для настройки в основном используется, и потому что он идет только один раз. Он идет и не повторяется. Ага. Его можно использовать для программирования роботов, например, чтобы он ехал по определенному маршруту и не повторял, да? А void loop – это у нас функция, которая бесконечно повторяется. Например, он будет работать до тех пор, пока мы не отключим питание к нашему микроконтроллеру. Ага. Так. С помощью pin mode мы указываем вот тут имена наших пинов. И тут задаем, что делать с этими пинами, да? Отключить питание, да? Вот, то есть включить питание, да? Либо принимать сигнал, вот так, выдавать сигнал, либо принимать. Вот как мы вот нашим пинам, светодиодом, да,
мы должны задавать им электричество. Тогда мы пишем output. Вот. А датчики у нас принимают. Пишем input. Вот таким образом. Ага. Так, у нас есть условия if, да. С помощью if мы можем, например, делать логические, то есть мы можем сравнить некоторые сигналы, да, например, если наш сигнал больше либо меньше какого-то числа, то мы можем выбрать какой-либо. Например, тут, если нету солнца, да, вот тут меньше 350, наши светодиоды горели, да, мигали. Ага. А тут else if, да, когда мы нажимаем на кнопку, то он начинает мигать, да. Если нет, то он не работает просто. Ага. Так. Digital React, мы использовали его для функции вот здесь, вот тут. Мы его используем для того, чтобы принимать цифровые сигналы. Есть и аналогичные сигналы, аналог React, да, есть и цифровые. Мы используем цифровые сигналы, например, 1.0.1.0, да, для того, чтобы запустить, принять с наших пинов А0 и А1 сигналы. Например, нажата ли кнопка, либо светит ли, принимать ли свет наш датчик, да? Ага. Так. Угу. И также есть Digital Write. Это тоже цифровой сигнал. Мы выдаем цифровой сигнал, вот как мы видим вот здесь, Digital Write, к нашему пину. Например, мы можем выдавать high, то есть 1, да, плюс положительный сигнал, либо Digital Write, вот low, отрицательный, да, выключаем. Включаем вот и выключаем. И также у нас есть вот Delay. С помощью Delay мы задаем время работы нашей программы вот этого. Ага. Так, если посмотреть, у нас есть два условия. Это датчик горит, когда нет света, вот первое условие. И датчик горит, когда мы нажимаем на кнопку в светлое время дня, да? Ага. Например, вот 1.1, да, вот здесь находится. Мы включили красный свет и выключили синий свет, вот. Ага. А вот тут мы поступили наоборот, да, выключили красный, включили синий. И в конце мы выключили синий свет. Почему только мы написали blue pin, да, low? Потому что вот красный свет изначально был выключен вот здесь на 1.2. И точно такой же и вот здесь на втором условии, когда мы нажимаем на кнопку, то запускается тело нашего условия. Вот. Тоже горит красный свет, отключается синий. Тут, наоборот, отключается красный свет, тут горит синий. И точно так же, как и здесь, вот у нас отключается синий свет. Ага. И все это повторяется бесконечно, потому что все это находится внутри функции void loop, да, и он будет повторяться бесконечно, пока мы не отключим питание, да, к нашей сборке. Угу. Так, у меня на этом все закончилось. Если вот, спасибо за внимание. Вот мой номер телефона, если вы заинтересовались программированием микроконтроллеров и робототехникой, наш инстаграм robocraft ЯКТ. Мы находимся в IT-парке. Наш адрес проспект Ленина 1, 5-й этаж, 510 кабинет. Так. Угу.
Что ж, благодарим нашего спикера, Максим, это было на самом деле очень интересно, и я думаю, что наши зрители, молодые, начинающие инноваторы, айтишники и, конечно же, их родители получили и узнали много нового, и надеемся, у вас количество учащихся и ваших учеников будет расти с каждым днем. Спасибо, это был спикер и представитель IT-школы RoboCraft Максим Михайлов, и с вами все это время был Жирков Николай, и мы провели для вас различные мастер-классы, выступления в рамках 9-й республиканской выставки Saha Innovation. А я напоминаю, что сегодня также в 7 часов подключитесь на сайте sahainnovation.ru и на сайте акселератора B8, чтобы посмотреть прямую трансляцию выпускного и отчетного питча 6 проектов 5-го потока акселератора B8. Также завтра в рамках нашей выставки Saha Innovation в 3 часа пройдет прямая трансляция и онлайн питч-сессия проектов конкурса «Битва стартапов», где 8 проектов будут бороться за звание лучшего проекта IT, да, вот именно в рамках нашего мероприятия Saha Innovation. И завтра, 26 июня в 6 часов вечера, мы, конечно, подведем итоги и объявим имена победителей. Итак, всем пока и до встречи.